такой, собственно, Ленин? Ну, революционер. Ага. Так, и, ну, выдающийся человек, Ага. который, ну, повлиял на становление, ну, всей Российской Федерации и СССР тоже. Отлично, спасибо большое. И вот, Ленин знаменит, так как памятник ему есть. Но знают ли наши люди, якутяне простые, наших собственных республиканских деятелей? Об этом мы и узнаем в ходе нашего опроса. 27 апреля у нас будет День Республики. Ну, это такое радостное событие большое. И можете ли вы сказать каких-нибудь политических, культурных деятелей, вот, якутян, которые выросли, родились здесь, работали на благо республики, только прошлого века? Прошлого века? Да. Ну, это Платон Алексеевич Аюнский, Обязательно. но потом Кулаковский. Да. А сколько надо перечислить? Ну, сколько хотите. Любых политических деятелей, да? Да. Иван Крафт. Да. Так, еще кто у нас? Кулаковский, Иван Крафт. Ну, сам Бекетов, наверное, самый первый. Отлично. А вот эти вот товарищи, вот знакомы вам? Честно, нет. Что не видела. Не читала. Было интересно вот как-то пройти мимо таблички, как-то посмотреть. Ну, редко хожу, не видела даже, если честно. Каких-нибудь знаменитостей вот прошлого века можете назвать? Павел Пенигин. А? Павел Пенигин, Борис. Отлично. Мастер спорта. Ага. Ну, много их там. Не помню, смущаюсь на камеру. Хорошо. А вот этих вот товарищей не знаете? Нет, вот таких нет, не знаю. Как-то, не приходилось узнавать. А вот интересно было вот посмотреть, пройти там, прочитать. Вот часто, наверное, ходите. Ну да, было бы интересно так посмотреть, узнать, кто это. Конечно, а как не знать-то? Аюнский, Кулаковский, вот самые наши эти, основатели нашей культуры. Ну и другие, вот, допустим, Михаил Николаев, наш первый президент, после него стало вообще замечательно. Здесь вот таблички висят. Да. Я знаю Кузьмин Валерий Ильич, он пилот первый у нас в Якутии. А Чудинова не знаю, вот извините. Самый, который всегда на слуху и приходит на ум, это, конечно, Кулаковский. Вот. Кем нравится? Его стихотворение про Хамус, оно вот самое такое запомнившееся мне лично. Ну, на самом деле, а вот эти вот товарищи вам неизвестны? Если честно? Да. Нет. Не совсем. Николаева. Да. А прошлого века? Наверное, нет, к сожалению. Прошлого века, наверное, я тоже не скажу. Ага. А вот эти вот товарищи вам не знакомы? Лично мне нет. Нет, Вот честное нет. слово. Вы знаете, вот там есть памятник Шефер. Ага. Ну, я всегда прохожу, смотрю. И мне интересно, кто такой, но не знаю, кто такой. Хорошо. И есть памятник напротив Шефера, на этой стороне Октябрьской стоит. Я просто вижу, что люди к нему носят гвоздики. Я забыла. Ларионов, да, по-моему, там Да, памятник стоит. Ларионов. Вот, А вы не знаете Ларионова, да? дело в том, что мы не местные, Николаев. Потом после него Вячеслав Анатольевич Старьев. Он тоже свой вклад очень большой сделал. И дальнейшее руководство тоже наше делает. Но, по крайней мере, есть возможности воплотить мечты 90-х годов в реальность. Как мы видим сейчас в данное время, у нас улицы стали более-менее нормальные, чем 90-е годы. Много стали строить. Ну и много положительного. А где-то вот середины 20 века, может, советских каких-нибудь, может, культурных деятелей. Кого бы хотелось отметить? Насчет культурных деятелей я не могу сказать. Ага. А так вот именно политические люди, которые внесли очень большой вклад, это те, которые я назвал. Ага, хорошо. А вот там вот есть табличка, вон, Макаров Дмитрий
Степанович. Вам о нем ничего не известно? Нет, ничего не известно. Я вот смотрю, я прохожу по улицам нашим и вижу в старых домах там такие есть, скажем, плакатики, да, где написано, кто жил, чем он занимался. Вот очень любопытно. Это очень сложный вопрос, наверное, не назовем. Прославивших им. Трудный вопрос. Ну, даже не прославивших, а может просто знаменитых. Которые мне приходят на ум. Да. Ну, Борисов, наверное. Аюнский. Ага. Ну, больше вспоминать неохота. А у вас вот рядом с вашим местом работы, вот буквально вот оно. Вот, да. Да, вы ну вот на эти вот таблички как-то вот обращайте внимание. Ну, когда пришел работать, конечно, прочитал. Ага. Но я их не знаю. Сейчас мы находимся на площади Ленина, и сзади нас, собственно, Ленин. А, кто это? Нифига прикольный вопрос. Ну, это вождь, который как сверх, как царское население, не население, а царский род, получается. Ага. Совершил переворот в честь, ну, как бы, ну, да, в этом смысле как-то. Хорошо, так. Ленина вы знаете. А как он связан с Якутией? Ну, он связан, скорее всего, после советским, наверное, ну, с советским этим государством, и как бы Якутия же советское государство, видимо, как-то с этим связан. Нет, подождите, это же была ссылка, по-моему, тут ссылали же людей, по-моему, да? Ну, да, было такое. И тут, походу, жили те люди, которые были ссыльными И благодарность этому нас поставили памятник. Ну, может быть, да. Нет, наверное, скорее всего. Не связан. Нет. Ну, нет, связан с чем-то, если стоит. И вот, мы стоим на площади Ленина, за нами Ленин. О нем более-менее всем людям нашим известно. Хотя, конечно, есть некоторые опасения насчет молодежи. Памятник был. Чей памятник? Ну, а я знаю. Мужик какой-то. С бородой? Не. С бакенбардами? Да не помню я. О, в пиджаке. Вы знаете, вот кто вот это? Ну, Ленин стоит. Ага, а кто это? Ой, я не могу сказать. Ну, он же этот... Ну, короче, не знаю. Ну, Ленин и все. Ленин, ну чем он знаменит хотя бы? Ну, что-то комсомольское чем-то связано. Ну, какие-то эти делал. Ну, я не могу сказать. Ну, Ленин... Ну чем он знаменит? Ну, как сказать... Чем знаменит? Этим был. Как его? Вождем мирового Ну, вождем мирового этого. пролетариата. Пролетариата, да. Да. Ну, вообще, что-нибудь можешь о нем рассказать? Как он как-нибудь с Якутией связан? С Якутией? Да. Ой, этой информации я не знаю. Хорошо. Вон мужик в пиджаке! А вон оно, дерево!